планируется принять новую концепцию цифровой трансформации на ближайшие 3 года, в рамках которой будут обозначены следующие проекты по цифровому развитию Кыргызстана, касающиеся упрощения государственных услуг, предоставления различных сервисов, в том числе, и переход на новый уровень государственного управления. И сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить с заместителями министров, заместителями руководителей по цифровизации тенденции, итоги подвести определенные и определить следующие, на ближайшее время приоритеты, которыми мы будем заниматься. Это та площадка, где мы с вами должны заложить эффективную коммуникацию, обменяться мнением, побеседовать в неформальной обстановке и с этой точки старта начать наше плодотворное сотрудничество. Сегодня мы собрались на этот семинар для того, чтобы рассказать и поделиться своим видением по цифровизации страны со всеми заместителями министров по цифровизации, а также с директорами, руководителями государственных предприятий, учреждений, которые занимаются вопросами внедрения цифровой трансформации. Потому что одно из самых больших компонентов по цифровой трансформации – это обучение. Обучение не только цифровым навыкам, но и образу мышления. Мы должны поменять образ мышления наших руководителей, чтобы они с самого начала при оказании государственных услуг, при выстраивании, как при внедрении государственных услуг, с самого начала мыслили с точки зрения цифровизации. Не с точки зрения перевода бумажных документов в цифровой вид, а с точки зрения создания уже с нуля цифровых данных, цифровых документов и оказания цифровых услуг. Хотел бы добавить, что мы очень рады работать с Университетом Центральной Азии. Эксперты очень образованные, грамотные, на высоком уровне. Хотел бы выразить им благодарность. Было обучено более 1500 государственных служащих. Именно программа обучения охватывала возможность именно госслужащих, возможность именно работать с цифровыми документами, государственными услугами, также цифровой гигиеной и цифровой кибербезопасностью. Поэтому мы считаем, что очень положительно было проведено обучение. Дело в том, что за все существование Кыргызской республики в Кыргызстане разработано и действует более чем 187 нормативных актов, которые регулируют нашу среду. Но большинство нормативных актов, основополагающие нормативные акты, были созданы в аналоговой среде. И уже давным-давно технологии ушли вперед, и законодательство на сегодня является существенным тормозом для дальнейшего внедрения различных технологий. Это один фактор. Другой фактор заключается в том, что поменялись технологии таким образом, что сейчас нужно регулировать не сервисы сами по себе, а нужно регулировать данные, которые являются сейчас основной нефтью Кыргызстана. И в связи с этим мы пришли к выводу, что нужно создавать такой нормативный акт, который, во-первых, не препятствует, но в то же время не нуждается в постоянных дополнениях в связи с появлением новых технологий.
Поэтому мы предложили цифровой кодекс. И сейчас государство и лидеры направлены на том, чтобы произошла не просто цифровизация, а цифровая трансформация. То есть это абсолютная такая цифровая реформа. Да? И, конечно, IT-сообщество и компания, конечно, готовы в этом принимать участие, помочь государству в этом направлении. Данный компонент, которым я руковожу, он направлен на реализацию проекта G-Cloud. Это реализация государственного облачного хранилища. В рамках мероприятий, которые заложены в этом компоненте, мы предоставляем аппаратно-программный комплекс, который будет установлен на площадках Министерства цифрового развития, да, который будет предоставлять облачные сервисы, что в первую очередь принесет большую выгоду для государственных органов, так как данная платформа она обеспечит отказоустойчивость работы сервисов государственных органов, повысит время, так сказать, ввода в эксплуатацию государственных услуг, и имеет еще ряд таких преимуществ, как сокращение тех же самых затрат на оборудование со стороны госорганов, поскольку в госорганах пойдет надобность закупки, модернизации какого-то серверного оборудования. Все это будет предоставляться госорганам в виде сервисов. Бремя обслуживания, поддержания этой инфраструктуры, как говорится, на должном уровне, это будет ложиться на плечи провайдера, то есть оператора. Азыркы санариптештирүүдө айтылгандай, эң негизгиси бул бардык тараптарды, аялдарды, улгайып калган адамдарды, жаш балдарды тартуу. Анткени бул мамлекеттик сервистердин баары бир гана, тек гана эркек адамдарга эмес, бүт аялдарга, ар кандай возрасттарга адамдарга арналат. Ошого биздин экспертный советте бир нече аялдар дагы бар. Биз ал советте жалаң ошо аялдардын көйгөйлөрүн, айтып кеткендей, улгайган адамдардын көйгөйлөрүн дагы көтөрүп, аларды чечүүгө дагы баарын чакырып атабыз.